Здравствуйте, мои хорошие! Баревдзес! Сегодня я вам расскажу армянскую сказку. Сказка называется «Гранатовое зернышко». Так что начинаю. Некогда жил да был один царь. Был у этого царя сын, единственный его наследник. Подарил отец юноше красивый огненный меч. Царевич целыми днями ничего не делал, только разъезжал по горам да лесам, охотился да пировал с товарищами. Как-то раз стали они запускать волчки, а волчок царевича сорвался и разбил кувшин у бедной старушки, которая шла мимо. Разозлилась на него старушка, потому что теперь ей стало не в чем носить воду, и говорит: «Будь ты проклят, бездельник! Пусть поразит твое сердце любовь красавицы по имени Гранатовое зернышко». Как только она это проговорила, почувствовал царевич, что должен он увидеть красавицу Гранатовое зернышко. Взял он свой огненный меч, захватил с собой хурджин золота и отправился в путь. Хурджин, дорогие мои, это такая дорожная сумка из ткани. Изъездил он все леса и горы, но никак не мог ее найти. Вдруг видит, стоит посреди леса маленькая хижина. Без окон, без дверей. Он разозлился, взял свой огненный меч, размахнулся царевич и снес половину стены и вошел внутрь. Видит, стоит у стены застланная постель, а в хижине ни души. Только лежит на постели огромнейший гранат. Разрубил он гранат, и из него вышла девушка. «Как ты сюда попала?» – спрашивает ее царевич. «Не спрашивай, меня сюда запрятал Хофт», – отвечает она. «Я жила с отцом и матерью, а Хофт утащил меня и не пускает». Хофт, ребята, это страшное, огромное чудище, душа которого живет отдельно от тела. «А где сейчас этот Хофт?» – спрашивает царевич. «Сражается с Девом. Он хотел меня у него отнять, да никак Хофта победить не может». «Как это? Дев Хофта победить не может?» «Да не может такого быть!» «Это потому, что душа его живет в птичке. А птичка вон в той шкатулке. А шкатулку только огненным мечом разрубить можно», – отвечает красавица. «Что ж, – говорит царевич, – ты подожди, никуда не уходи. Я пойду, Дева прикончу, чтобы он за тобой не охотился. А потом и с Хофтом расправлюсь». «Не ходи, пожалуйста, – говорит девушка Гранатовое зернышко, – ты один с ним не справишься». «Не бойся за меня, – отвечает ей царевич. Взял он шкатулку и поехал навстречу битве. Видит он, сражаются в ущелье Хофт и Дев.
все гремят вокруг, горы ходят ходуном. А он думает, царевич, с кого начать? Если я на сторону дева стану и на Ховта нападу, подумаешь, что я трус. Если я на стороне Ховта сражаться стану, подумаешь, что уж очень задаюсь я и слишком на себя надеюсь. Лучше я пойду к ним и поздороваюсь. Кто мне первый ответит, того сторону и приму. Подошел он, поздоровался очень вежливо. И Ховт ему первый ответил на приветствие. Говорит царевич Ховту: ты отойди в сторону, я с девом сам расправлюсь. Выхватил он свой огненный меч и зарубил одним махом дева. А Ховт подивился его силе и удали. И подумал: если он узнает, что у меня живет красавица гранатовое зернышко, то захочет на ней жениться. Надо мне его сегодня же прикончить. Напал он на царевича, а тот только этого и ждал. Снес он Ховту голову, и тот только засмеялся. Представляете? Вынул царевич шкатулку, которую дала красавица гранатовое зернышко. Разрубил ее огненным мечом, а из нее вылетела птичка. Как увидел это Ховт, стал молить о пощаде. «Пожалей меня», — говорит. «А ты пожалел гранатовое зернышко?» — спросил его царевич. И тут же открутил голову птички. Сел он на коня и поскакал к красавице гранатовое зернышко. «Гранатовое зернышко, — говорит он, — я убил всех твоих врагов. Не согласишься ли ты выйти за меня замуж?» Она с радостью согласилась. Направились они в город, где жил царь, отец царевича. Побежали люди к царю, несут ему радостную весть: «Сын твой вернулся, царь, сын вернулся!» Вышел царь навстречу единственному сыну с зурначами, трубачами и со свитой, и торжественно привел их во дворец. 7 дней и 7 ночей играли свадьбу царского сына и красавицы гранатовое зернышко. С неба упало 3 яблока. Одну тому, кто рассказывал, другое тому, кто слушал. Это вам всем. А третье всему свету. Всего вам хорошего. До встречи.